22 октября грузинские гвардейцы сожгли здание дотла, тем самым безвозвратно уничтожив ценнейший архив, который хранился в институте. Здание Госархива находилось в оживленном месте. Когда его подожгли грузинские солдаты, соседи сразу сообщили об этом заведующему Иониде. Однако он смог прибыть к зданию лишь ранним утром следующего дня. Сгоревшие дотла архивные материалы и полностью обгоревшее здание предстали перед ним. Выдающийся абхазский ученый Шалва Иналапа подошел с суровым видом и, следуя абхазскому погребальному обычаю, склонил голову к земле. Обречичком сблыз, истил замыштах, а институт яхис, загряхаскуя. Вай, хараха, сараскалегача, зеки, ирчичизгачо, ирчиблызгачо. Ере института хата блит, библиотека блит, архив блит, халаджи, варвар чарамхо. أباس حجرود أكرت كورر جاس نيت يششت سحيد أزين سينالنا سماتريالكوا شري شجبو سماتريالكوا أكوكو بك النقا يزقود سحن هم تنسكر مشل أو خير بلراني قصار وبريس شالا جلسنا سرابوي تأخني سماني ثمانا وزن ويا حساك بخوان أرا خوش دخو أدو دخو يا ورد سيوبا لنا جلاي وتجدسو ناسو سرا أتبخا وترشني خس خوشري كسمتا سيجارتو ويا خجوة خجي أخش شتان يا خجوة خجي институт غرولشا أمن يخوزش وبريس منشرس إليغيس مجال كويا يحرك شكوجا أباغنا كرخوا ما كتخنيو مجال بس يكو غنخا زيجمتشورازا سلالة بستي شساقرة يتشم جزر غلاب ترى أكيد خلي زقة الزمات يوكم ترى كيف خبرتك ستوب بيشات نخرجتوف ويا أكيد خلي زقة يا خي يلو تبيقس أكيد تقاقس سخوجا أخس يزيز قوزيكي ماتيوكو ويموت يشتا ورت يزجسخز دراقة من وزتوت وبس слава быстрее. Арахки салаблит, вахки салаблит. За одну ночь документальная история Абхазии была буквально стерта. 95% архива было уничтожено. Так пишет об этом трагическом событии британский журналист, специалист по Кавказу Томас де Ваал. Таким образом, была предпринята попытка уничтожения документальной истории абхазского народа. Была сделана попытка, скажем, стирания, исторической памяти, целого народа, целой республики. Потому что в этих зданиях хранились уникальные документы. Тем более перед войной мы собирались активизировать свою научную деятельность. И многие, кто хранили дома, все было решено хранить в огне, более или менее централизованно, чтобы и вот, пожалуйста, кому-то это сдали, это все было уничтожено. Ученые Абиги продолжают настаивать на том, что произошедшему необходимо дать объективную правовую оценку, привлечь виновных к ответственности, требовать оценки мирового сообщества. И мы хотели бы, чтобы это дело было доведено до конца. Прокуратура там вела следствие, там собрали материалы, но никак они не могут эти материалы отдать в суд, так как, оказывается, в Уголовном кодексе нашем нет статьи, где бы было бы сказано, что осуждать человека заочно его нельзя. А мы хотели, чтобы, в общем-то, парламент принял особую статью,
где бы можно было, который можно было бы использовать для того, чтобы осудить этот акт, потому что известно, кто это сжег, кто принимал в этом участие. А после этого можно было бы выйти на мировое сообщество. Сегодня в архиве Абиги работа не прекращается ни на минуту. Зав. Отделом Вахтанг Ласурия вспоминает, как не раз видел слезы Юрия Воронова, который по дороге на работу намеренно обходил бывшее здание Абхазского института. Он, как и многие коллеги, прекрасно понимал, что не удастся воссоздать даже 10% утерянного материала. Сегодня работники отдела архива Абиги по крупицам воссоздают те немногие документы, которые еще можно реабилитировать, но это не более 5% безвозвратно утерянных научных работ исторических документов. Есть документальные материалы уникальные, которые хранятся в Московском военно-историческом архиве. Наша соотечественница Леонид Свижба, она оказывает большую помощь, присылает нам материалы из Москвы, которые мы систематизируем и храним здесь в нашем архиве. Абхазские ученые и интеллигенция воспринимают эту варварскую акцию грузинских оккупантов как личную потерю. Есть немало версий по поводу вывоза некоторых материалов в Грузию. По всей видимости, это наиболее ценные исторические документы. Войска Госсовета Грузии нанесли Абхазии тяжелейший удар, лишив народ архивных материалов. Однако своей главной цели – стереть историю абхазского этноса – они не добились. Илана Казам, Бараму Камке, Абаза ТВ. Работая на BBC в 1992 году, я приехал в Абхазию до войны. Это был месяц мая 1992 год. И меня интересовала тема понтийских греков. Значит, я сделал радиорепортаж о понтийских греках Абхазии. Ну, оказалось, что самый видный тогда понтийский грек города Сухума был Николай Ионидий, который являлся архивистом, главным архивистом Абхазии. Поэтому я через эту радиопередачу я познакомился с Ионидием и посетил архив. Естественно, мы сидели в архиве и интересовался не только им лично, но его очень интересная история о греках, депортация 1949 года, но и архиве. Ну, как печально известно, 1,5 года спустя, 22 октября 1993 года, архив был сожжен, сожгли архив, и Ионидий хранил дома, ну, не помню точно, но 3-4-5% архива, которые люди смогли сохранить. И, ну, несколько лет спустя уже, даже 10 лет спустя, мне кажется, я опять посетил Абхазию, искал и нашел Ионидий, и он долго мне рассказывал о судьбе архива, о том, как он хранил остатки архива, даже полусожженных документов во время войны. История, конечно, потрясающая, очень печальная. Ну, была и этот немножко светлая сторона о том, как люди старались спасти, как он хранил архив. Ну и, конечно, речь тогда зашла о том, можно ли восстановить архив, что сделать с документами и так далее. Ну, я искал помощь для этого в Англии. Ну, и, конечно, писал эту историю. Конечно, я думаю, что то, что я писал, произвело
большое впечатление на многих, эта история архив. Но с тех пор я, конечно, интересуюсь этой темой. И, я рад видеть, что восстановили архив. Даже есть хороший проект, один из редко успешных проектов грузино-абхазских, где грузины скопировали документы своего тбилисского архива и отправили сюда. Какое-то восстановление идет. Конечно, факт остается фактом, что тогда было совершено огромное преступление. Люди, так называемые национальные гвардии Грузии, видимо, зомбирование, какие-то идеи тогда говорят, что, может быть, были выпившие, но, видимо, под приказом кого-то, к сожалению, что они считали, что надо уничтожить все, что есть, абхазское здесь, что, конечно, ужасно. Но надо сказать должное, и об этом многие говорили, что тогда еще жили многие грузины, соседи, которые все соседи старались сберечь архив и остановить этих гвардейцев, но безуспешно, потому что они были вооружены. В том числе и грузинские соседи тоже сделали, что смогли, что было мало, к сожалению. Ко мне писали разные люди из архивных фондов, но некоторых я старался связывать с здешним архивом, с Яниди, потом с Рома Гвинджи здесь. Я думаю, что главное, что я сделал, это об этом писать и освещать. — 22 октября – день, навсегда оставшийся для нашего государства трагическим. Грузинские оккупационные войска дотла сожгли Центральный государственный архив Абхазии и Абхазский институт языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия. Это было беспрецедентное преднамеренное преступление, направленное на уничтожение исторической памяти абхазского народа. В своем докладе ученый Аслан Авицба восстановил хронологию событий на основании официальных документов. По данным предварительных материалов, составленных следственной группой Генеральной прокуратуры Абхазии, цитирую, 18 августа 1992 года, уже после захвата города Сухума, войсками Госсовета Грузии двери всех кабинетов здания Абхазского института были взломаны, сейфы вскрыты, документы и книги разбросаны по полу, а стены обстреляны из автоматического огнестрельного оружия. Силами сотрудников института было организовано дневное дежурство, но ночью входные двери взламывались неизвестными лицами. Оконные решетки нижних этажей были сорваны в первые дни. Так продолжалось до 11 октября 1992 года, когда утром в здание ворвались вооруженные лица, которых было 8 человек. Они потребовали от сотрудников освободить помещение. И с этого дня начался организованный вывоз имущества института под прикрытием окружавших его. 22 1992 года примерно в 15 часов загорелось здание Абиали. На вопросы звонивших по 01 дежурный отвечал, в кавычках, «Знаем, но у нас нет бензина, тем более для огней».
В тот период столица полностью контролировалась оккупационными властями, и поэтому вполне понятно и объяснимо то, что акт демонстративного сожжения происходил в присутствии под строгим контролем офицеров грузинской армии. В период на постоянном хранении в архиве было 176 243 дела в 673 фондах. Было уничтожено более 160 тысяч дел. Выступление начальника Государственного архивного управления Романа Гвинджа также было посвящено нюансам того злополучного дня. Они подожгли и поехали сжигать огни. Местные жители своими силами пытались потушить пожар и вызвали пожарную команду, которая приехала через какое-то время, не сразу тоже, вот как до этого говорили. Но, видимо, кто-то там им сообщил в огни, и когда они подожгли огни, они уже там выставили охрану, и отдельно, дополнительно еще люди пришли, вот тогда это была улица Веселидзе, Абазинская, туда пришли, разогнали автоматными очередями этих людей, которые тушили, и вторично подожгли это здание, уже выставили оцепление, и, значит, для того, чтобы никто не подходил до тех пор, пока дотла не сгорит. И бланза. Точно так же в планах были, по свидетельству вот очевидцев, что у них было в планах сожжение и Государственного музея Абхазии, драматического театра. Они разграбляли музей, и разграбляли коллекции частные у людей, которые находились и так далее. Почему они не сожгли эти два здания? Просто по такой причине, что где здание огни, вот этот дом, там жило два генерала грузинских. Да, в музее, вернее, да, в музее. Там жили два генерала грузинских, только поэтому они не сожгли, чтобы туда не перекинулось. Но зато подвигали разграблению. Еще большим преступлением, чем акт сожжения, наши ученые считают полное отрицание Грузии данного факта. Так, несколько раз в новейшей истории различные грузинские политики и ученые заявляли о том, что этот вандализм – дело рук самих абхазов. Как рассказывает Роман Гвинджа, с мертвой точки работа над восстановлением архива сдвинулась относительно недавно. Уже в послевоенный период мы долгое время, когда мы пришли, значит, уже на это пепелище, в этих двух церквушках, мы старались сохранить вот эти материалы. Но у государства долгое время не было средств для того, чтобы мы могли прочитать вот эти все материалы и то, что хранилось в резервном фонде. И только недавно, вот благодаря, когда министром иностранных дел был Чирик Вячеслав, вот через женевские дискуссии мы вышли на международные организации, где мы поставили вопрос о том, что вот сожгли архивы, давайте помогите восстанавливать и так далее. У государства, к сожалению, таких средств нет. И потихоньку мы начали вот сейчас восстанавливать эти материалы, эти документы. Значит, привлекли к этому специалистов из Чехии, поскольку там одни из самых лучших архивов, и там вот очень хорошие реставраторы. И вот вначале мы с подручными там средствами это все делали, потом какую-то аппаратуру начали привозить, обучили значит, двух студенток Абхазского университета, которые занимаются вот этой, значит, реставрационными работами и оцифровкой этих документов. И потихоньку, вот сейчас уже на сегодняшний день, значит, практически уже полностью готовы два фонда. Это Совнарком Абхазии и Наркомат просвещения. Потихоньку мы будем. Но это долгий процесс, к сожалению, потому что эти пленки находятся в очень ужасном состоянии, поскольку долгое время они хранились не так, как должны храниться. После освобождения столицы возобновил свою работу научный коллектив Гуманитарного института. В числе ученых был абхазский историк Станислав Лакоба. И вот в один прекрасный день пришел на прием человек. Я тогда работал тоже здесь, вот сидел в кабинете, где сегодня Асланавец, мои ребята сидят. Рядом был кабинет Арденба. Вот пришли и принесли очень редкое издание. «Атлас Дюбуа де Монпере» 1843 года. Кстати, он сохранился и сегодня вот в библиотеке находится. Да, единственное. Да. Мы тогда были вообще очень удивлены, и у нас появилась надежда, что, видимо, часть материалов сохранилась.
но это капитальное издание, большое очень издание. Нашли на улице Чанба под собачьей конурой. То есть это был как бы фундамент собачьей конуры. Тогда не попадал ни дождь, ничего, и вот принесли это издание. Потом уже я узнал о том, что целый ряд довольно интересных таких ценных книг, они оказались в Адлере в Сочи. Были проданы там и находятся в частных коллекциях. Вот. То, что на самом деле разграбление института шло до 22-го, это факт. И, видимо, отдельные ценные издания, они были вытащены оттуда. Насколько я знаю, один из тех, кто этим занимался, был как раз отец вот этого Димы Чургулия, который упоминается. Он был в военной полиции, потом был в охране и так далее. Над уничтожением абхазского архива в глобальном смысле работали целые группы людей. Так, согласно выступлению Станислава Лакоба, после взятия Гагры, одна из этих групп обходила дома историков и изымала имеющиеся у них архивные данные. Ну, в частности, у Лили Акаба побывали дома, забрали материалы, а мы рядом живем. Были у меня, естественно, забрали весь мой архив. Потом эта женщина сохранила, находился этот архив в резиденции в Дендропарке, где останавливался Шеварднадзе. Вот. И чудом одна женщина сохранила, они не знали, что она абазинка. И вот после войны она вышла на меня и перепрятала там, в этом же здании, этот архив. И таким образом я его, в общем-то, вернул. Ну, я имею в виду то, что не только государственные архивы учреждения погромам подверглись, но вот после гагринских событий фактически никто не был обойден, так сказать, вниманием. Все эти истории вместе взятые представляют собой единое большое и неопровержимое доказательство культурного геноцида, а также геноцида абхазской науки, совершенного грузинским политическим и военным руководством в отношении Абхазии. Ученый Аслан Авицба выступил с рядом предложений к президенту страны провести под эгидой главы государства крупную международную конференцию на заданную тему, поставить на высшем уровне в ходе международных переговоров вопрос о безвозмездной и безоговорочной передаче Абхазии всех материалов о нашей стране из архива Грузии. 22 октября объявить днем геноцида науки Абхазии, а на месте сожженного института заложить памятную аллею и установить мемориал. Элеонора Гилаян, Торни Камичба, Абазатова. Центральный государственный архив Абхазской ССР создан в 1929 году, располагался в городе Сухум. В нем хранилось 719 фондов, которые содержали 189 812 дел за 1840-1981 года, 9 единиц хранения кинодокументов, 13 672 единицы хранения фотодокументов. Бесценный архив был сожжен за несколько часов 22 октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В данном смысле идет речь о трагедии. Это был акт культурного геноцида, который по всем международным правовым нормам должен был вызвать ответственность людей или властей, которые совершили данный акт. Но мы и тогда жили, и сейчас живем в эпоху торжества двойных стандартов и двойной морали, поэтому ответственности никакой не последовало со стороны международного сообщества и даже со стороны ближайшего окружения Абхазии. Поэтому мы сегодня остаемся без архива. Уничтожены материалы личного происхождения, которые представляли значительный интерес для истории. Например, личные архивы Николая Смецкого, Дмитрия Гулия, Ивана Папаскира, Андрея Чочуа, Ираклия Антылава, Георгия Дзидзария и другие. Но уничтожены ли они? За неделю, а может за 10 дней до поджога архива и
беги, тогда обни, из них вывозились документы. Все, что было интересно оккупационным властям и их сотрудничавшими с ними историками, я думаю, вывезено. И эти архивы находятся сегодня, не знаю, может в Тбилиси, может в какой-то другой части Грузии. Но факт в том, что мы, ученые Абхазии, и вообще граждане Абхазии, которые интересуются историей, не имеют доступа к этим документам. Сожжение архива – преступление, не имеющее срока давности, убеждены ученые. Адекватное мировое сообщество уже давно должно было осудить этот акт вандализма. Вот только даже в самой Абхазии это событие до сих пор не оформлено правовыми рамками. Нет ни одного приговора инстанции любого уровня, констатирующего данное преступление. Или в силу того, что они считают это бессмысленным, потому что факт осуждения абхазской правоохранительной системой может не повлияет на возврат документов. Может быть это так, но факт осуждения с точки зрения права необходим. Сегодня утерянные документы по крупицам восстанавливают в Управлении Госархива Республики. Как оказалось, было немало материала, который предусмотрительно дублировали. К великому счастью, в середине 70-х, 80-х годов в архиве, в Центральном государственном архиве, еще в советский период, велась очень серьезная работа по фотокопированию этих документов. И вот эти вот пленки, называем пленки страхового фонда, они хранились в двух помещениях, это две церквушки, которые раньше принадлежали архиву. Сейчас там костел и кирха. И вот, к счастью, во время пожара, поджога архива, они не сгорели. В этом кабинете работа кипит постоянно, посторонним вход воспрещен. Две хрупкие девушки ежеминутно соприкасаются с историей наших с вами предков. На данном этапе они восстанавливают церковные книги, содержащие метрические записи, акты бракосочетания, крещения. Камила и Наталья, выпускницы исторического факультета АГУ, прошли практику в Праге. Сегодня они дипломированные реставраторы архивных документов. Получается вот этот двойной лист. Вот, мы стыкуем вот эти листы, вот, убираем вот эти, испорченные листы, вот, очищаем от клея, убираем все лишнее, и вот, берем вот такую вот японскую бумагу. Вот эти, видите, вот эти маленькие вот эти разрывчики тоже, то есть берем вот эти, то есть делаем также по форме вот этого разрыва, прикладываем и реставрируем. Мне показалось, что это очень интересная работа, во-первых, а во-вторых, это то, что действительно, наверное, это важно, и это очень нужно для нашей страны. Эти документы переданы из Тбилиси при посредничестве ООН. Это весьма важная миссия, отмечает архивариус Еник. Материалы, которые интересны нам, касаемо истории Абхазии, если мы их таки выявляем в архивах Грузии, они там оцифровываются и передаются сюда, в Абхазию. Кстати, передали уже довольно-таки приличный объем документов. В основном они касаются 19 века, большей своей частью, и советский период, там хозяйственные моменты по городу Сухом. Но есть и материалы, которые в свое время были продублированы на фотопленку. Их также сегодня очищают, проводят оцифровку и систематизируют. Теперь любой желающий может в цифровом формате ознакомиться с нужными данными в библиотеке Госархива. В планах у сотрудников учреждения создание единой базы архивных документов, что обеспечит доступ, не выходя из дома. Если говорить о послевоенном периоде, то уже восстановлено более 100 тысяч документов объемом около 300 гигабайтов информации. Однако сколько еще работы впереди и как много бесценного материала навсегда кануло в лету, остается, увы, только догадываться. Илана Казама, Торник Амичпа, Абаза ТВ.